Он художник прежде всего реалистической школы. Когда он учился, например, в Петербурге, то его называли даже итальянцем, потому что у него была великолепная пластика. Любил очень выступать в театре. Он ведь был и прекрасным еще врачевателем, и прекрасным этнографом. Ну и кроме того, в народе ходили ведь легенды о нем, как о человеке неординарном. Это был действительно удивительный, даже вот окутанный тайной человек. На данном драйвере хранятся работы Ивана Васильевича Попова, которые экспонировались в постоянной экспозиции нашего музея. Его в якутском изобразительном искусстве ведь художники называют якутским Леонардо. А что такое человек эпохи Возрождения? Это человек таких широких гуманистических взглядов, широких мыслей. Вот. Ну и человек, который очень много знает. Человек не просто замыкается в своем каком-то определенном таланте, да? Но он, кроме того, ведь мыслит другими какими-то категориями. И вот это все как раз вот было сконцентрировано в такой личности, как Иван Васильевич Попов. Работа над копией «Мадонна Лита» итальянского живописца Леонардо да Винчи стала своеобразным итогом творческой учебы в Санкт-Петербурге. Иван Васильевич за нее был удостоен большой серебряной медали Общества поощрения художников России. Духовный диалог с Леонардо да Винчи озарил молодого художника и открыл путь в мир искусства. Копируя картины мастеров мирового уровня, Иван Васильевич получил колоссальный опыт академической школы живописи. Если даже вот Мадонну Литу посмотреть, да, или Христос и Фарисей, вот его работы такие посмотреть, да, или ту же святую Цицилию, это был вообще копиец очень отменный. Кому художник обязан своим пришествием в этот мир? И как он стал основоположником изобразительного искусства Якутии? Золотое дерево на фоне речки Татта – это своеобразный символ родного края художника. Весной 1874 года в селе Черкёх в семье священнослужителей Капитолины Димитриановны и Василия Степановича Поповых родился сын, и нарекли его Иваном. Дед по материнской линии был известным миссионером православия XIX века. Димитриан Дмитриевич Попов прекрасно владел якутским языком, построил храм, открыл в селе Ытыкёль частную, а затем церковно-приходскую школу. Он же одним из первых переводил богослужебные и священные книги на якутский язык и был наставником политического ссыльного Эдуарда Пекарского при составлении словаря якутского языка. Бабушка будущего художника Татьяна Федоровна Косыгина была родом из Иркутской губернии. Первой семейной реликвией молодой пары был медный самовар, подаренный декабристом Трубецким в знак признательности прабабушки Ивана Попова. Отец будущего художника, Василий Степанович Попов, тоже был предан делу служения Господу Богу. Он для своих прихожан проводил проповеди на якутском языке и за эту православную миссию получил благодарность от протоиерея Дионисия.
Димитриан Попов для своего внука был во всем примером. Интерес к иконописи, этнографии, истории, коллекционирование предметов старины – все это впитал в себя будущий художник с раннего детства. Духовная связь деда и внука не прерывалась до последних дней протоиерея Димитриана. Архиепископ Иннокентий Вениаминов в своем послании протоиерею Дмитрию Хитрову в 1856 году писал о священнике Димитриане Попове. «Вы называете его неутомимым, а я, пока его называю, золотым. Счастливы мы, или лучше сказать, счастливы якуты, что Господь приготовил им такого дорогого человека». За особые заслуги перед Отечеством протоиерей Димитриан Дмитриевич Попов был награжден орденами Святой Анны и Святого Владимира. Священники того времени, они же были очень образованными людьми. И поэтому вот, конечно, гуманитарное образование, которое он получил в семье, оно было очень высоким. И те вот нравственные принципы, которые несла семья Поповых, которые до сих пор она несет, это принципы гуманизма, принципы миссионерства, они были, конечно, у него воспитаны с молоком матери. Ваня Попов с раннего детства проявлял интерес к рисованию. Все его ученические тетради и альбомы состояли из такого рода художественных наблюдений окружающего мира. Художественные мои способности были известны епископу Милетию, который накупил мне красок, кистей, холста и даже отвел мне отдельную комнату и внушил мне мысль не оставлять под спудом художественных способностей и заронил мысль о необходимости получения специального художественного образования. Он преподавал рисование некоторое время в семинарии. Вот это в его послужном списке, можно сказать, клировой ведомости церкви, где он служил, написано. Вот, значит, ценили и там его талант. И совпало с тем временем, что в России поднимался вопрос возродить русскую, истинную нашу иконопись. Он ведь дважды приезжал в Санкт-Петербург, и первый раз, когда он приехал в 1903 году, вот, естественно, что его впечатлил этот город. Ну, представьте себе, что вот из далекой Якутии, из холодного такого края приезжает человек впервые и видит перед собой, в общем-то, не город, а просто художественный музей с его замечательной архитектурой, памятниками истории. Вот. Ну и, конечно, замечательными музеями. Естественно, что он очень окунулся во всю эту жизнь, и она оказала на него огромное впечатление. Иван Васильевич Попов попадает в мастерскую художника Александра Владимировича Маковского. Он был одним из представителей товарищества передвижных художественных выставок. Они создавали новое искусство. До революции он очень много писал, работал в иконописной мастерской. Это, конечно, дало очень хороший такой тренинг. Кроме того, он писал православные образы. Естественно, это прежде всего рисунок. Но затем то иконописное наследие, которое сохранилось, это, конечно, уже академическая иконопись, которая отличается от такой канонической иконы. Но все это, конечно, повлияло на то, что он как-то очень быстро виден его профессионализм в работах за очень короткое время. Как иконописец Иван Васильевич, он был отменным. Правда, не сохранились его иконы, и очень трудно сказать, когда в Никольском храме есть Спас нерукотворный, считается, что это он написал. По рассказам очевидцев, Иван Васильевич переживал, что многие работы художника сгорели при пожаре архиерейского дома еще в начале XX века.
но чудом сохранившуюся икону «Спас нерукотворный» сын художника Иван Иванович Попов передал в дар Якутской и Ленской епархии. Народный писатель Якутии Дмитрий Кононович Сивцев Сорону Моллан в своих воспоминаниях о художнике писал: «Он был первым светлым лучом в темном царстве нашей якутской действительности того времени». Такие люди вот должны как-то вот так прожить или пережить все. Сорона Моллан конкретно вопрос сам себе всегда задавал. Откуда у него такая доброта, откуда это такая сердечность? И он всегда призывал изучить его жизнь на фоне мировой истории. Затем он опять-таки вернулся в свой родной город, потому что в то время началась русско-японская война, потом, вы знаете, были события такие революционные, как вот Кровавое воскресенье. Ну и, наверное, конечно, вот материальное положение ему не позволило остаться на учебу, и он вернулся в Якутск. В это время художнику было уже 30 лет. Кроме живописи, он с большим интересом занимается съемками фотографий этнографического характера. По заказу музея Иван Васильевич отправлял фотографии. Но вот то, что он первый раз, когда поехал в Петербург в 1903 году, он туда целенаправленно повез в Кунсткамеру фотографии, и мне вон опись целую дали. Тут 49 фотографий. Фотографии Ивана Васильевича больше всех публиковались, больше всех они привлекают внимание. И эти его фотографии, которые потом печатались в виде почтовых открыток в легендарной такой фирме Шерери-Напгольц, это в Москве. И они разлетелись по всему миру. Их можно найти в музеях не только России, Якутии, но и в Германии они есть. Эти фотографии стали историческим документом действительности того времени. Он ведь был и прекрасным еще врачевателем. Говорят, спас одну женщину, когда у нее начался сепсис от того, что она не смогла родить. Очень часто к нему обращались. Простые якуты приходили, зная вот его вот такое вот какое-то, то, что вот мог он это делать. И он очень многих спасал. Умел вправлять кости, был прекрасным костоправом. То есть и даже вот не только приводили к нему даже и животных для того, чтобы он их лечил. То есть вот такой вот был разносторонний человек, удивительный просто. Ивану Васильевичу было 35 лет, когда он встретил свою первую музу. Его избранницей стала девушка из бедной якутской семьи с запущенной формой туберкулеза. У него была любовь на всю жизнь. Это Лукия Никитина, которая родила ему дочь Фомаиду. И, насколько я поняла, у них законного брака не было, но он свою дочь Фомаиду очень любил. Покажите-ка вот эту крайнюю. Вот это? Вот эту. Вот это Лянчик. Это первая жена его. Иван Васильевич был уверен, что сможет спасти свою любовь от болезни, но его усилия были напрасны. В одной из своих записей он пишет: «Смерть ужасна, жизнь трепещет перед нею. И так велико желание жить, что все живое предпочитает смерти и слезы, и страдания. А если порой в них искрится радость и улыбка, то жизнь становится желанной. Тогда и смысла нет в желании умереть». Эдуарду Карловичу он писал, жена умерла,
Вот, ну, так что я почему-то считаю, что это его такая любовь была. Может, поэтому он очень поздно женился. Личная трагедия глубоко засела в душе художника. И только работа над новыми картинами ненадолго заглушала эту боль. В российском изобразительном искусстве, в русском искусстве был огромный интерес к истории. И, конечно, художник, мне кажется, просто вдохновлялся такими художниками, как Аполлинарий Васнецов, Константин Юон, которые очень многие свои произведения как раз писали на подобные темы, открывая как бы блестящие страницы русской архитектуры, русского быта того времени. Но, естественно, художник, который любил свой народ, свой край, свой город, он не мог пройти мимо такой темы и вот таким образом воплотил эту свою мысль на таком полотне, где представлен Якутск очень таким красивым, горделивым, прекрасным городом на окраине Российской империи. Якутск конца 17 столетия – это, конечно, визитная карточка творчества Ивана Васильевича Попова, но к тому же это визитная карточка и вообще якутского изобразительного искусства. Эту работу мог написать только Иван Васильевич Попов. У него был свой почерк, своя такая вот колористическая гамма, неяркая, может быть, но она богатая такими вот тональными разработками. В этом, конечно, его отличие. Потом он писал очень таким классическим письмом, лессировочное письмо у него с подкладкой под гризаль, под рисунок. Вот. И, в общем-то, его работы, они всегда узнаваемы. Его всегда выдает профессионализм очень высокий. У него судьба человека, который вот жил в свое время, да? Потому что вы же сами видите, что он очень разносторонний человек. Он проявлял себя в разных областях. И считал, с одной стороны, он творчески развивается в живописи как художник, а с другой стороны, на нем лежит какая-то определенная задача фиксации, документирования вот, языком живописи вот тех событий, которые происходили, и с одной стороны вот этого этнографического прошлого. Да? Вот, то есть через его произведения, через то, что он делал, мы же знаем о том, как выглядели предметы старины. Те предметы, которые он планомерно собирал, они попадали в европейские музеи, в Всемирной выставке в Париже 1925 года. Якутская коллекция была очень обширно представлена. Впоследствии она была разделена на два больших блока, одна из которых осталась в Париже, а вторая часть пополнила музей Германии. Из дневниковой записи художника. «Побольше сюда света. Свет разгонит тьму». Свет для него был символом народного просвещения. Действительно, весь жизненный и творческий путь художника был посвящен этому порыву души. Это человек, который как бы ведет нас к диалогу культур многих, к диалогу, может быть, даже памяти какой-то, к диалогу времени, потому что на самом деле ведь русский человек, который родился в православной семье, но родился-то он в якутском селе. И поэтому, естественно, что он с детства впитал в себя ту ментальность якутскую, которая была вокруг него. Он ведь был и прекрасным этнографом, записывал все, что он вокруг себя видел. Какие-то старинные сказания, какие-то, ну, может быть, знания из области медицины, из области верований. Сахакискеле, например, ему всегда давало очень огромное количество работ, заказных по тематике определенной, да. И вот он, конечно, на это очень много времени тратил. Известно, что он очень много писал плакатов, карикатур, там вот. Тоже это все, что требовало от него власть, наверное, прежде всего. И поэтому вот такому вот своему творчеству свободному, конечно, художнику не всегда удавалось находить время для этого. Многие жизненные испытания, которые выпали на судьбу художника, не сломили его дух.
Возможно, поэтому второй супругой стала девушка из бедной семьи Фёкла Халыева. Она тоже была больна, но на этот раз художнику удалось ее спасти. Он жил очень бедно, детей было много, а он женился-то очень поздно, 48 лет. И, в общем, тяжелая была у него жизнь. Видя бедственное положение художника, Сооронбай Моллон написал заметку в газету «Автономная Якутия». Попов крайне беден. Нередко его встречаешь на посту почетного сторожа. Татинский исполком нагружает его мелочной работой. Художник на все идет без отказа, а его кисти, краски и полотна покрываются пылью. Также в поддержку художника пишет известный этнограф Дмитрий Иванович Дьячковский «Сеген Бола». Не секрет, что Попов является ценным работником искусства и науки. Вот почему продолжающееся невнимание к его нуждам со стороны организации района должно рассматриваться как преступное отношение к деятелю культуры. Время-то было очень сложное, 40-е годы, военное время. Вот. Мы все прекрасно знаем, что он никогда не порывал с учительством, постоянно работал учителем. Потом он работал на метеостанции. Ему приходилось ежечасно записывать вот все данные метеорологической станции для того, что особенно в военное время, очень строгое время. Он-то и так-то был не очень сильный был здоровьем, да? Но его вот голод доконал, съел. В начале 1945 года выходит указ Президиума Верховного Совета Якутии о присвоении 3 художникам почетного звания «Народный художник ЯССР» за выдающиеся заслуги в области художественного искусства. Среди них было и имя Ивана Васильевича Попова. На смертном одре Иван Васильевич сказал: зря жизнь прожил, ничего не сделал. И я так думаю, он в конце все-таки понял и вернулся к Богу, и почему-то уверена, что он в раю. За его муки, за его вот талант, за долготерпение. Для меня всегда был этот образ связан с тем, что это очень красивый внешний и внутренний человек. Даже вот на его автопортрете прежде всего удивляют, конечно, его глаза. Даже вот уже как бы и карандаш-то потускнел немножко, а глаза у него горят, как ни странно, они живые, они все видят. И в этом можно всегда убедиться, когда видишь эту работу. Такие люди, как Иван Васильевич Попов, они очень редко появляются на этой земле. И мы, конечно, должны просто сохранять то наследие, которое вот нам досталось. Другое наследие художника Ивана Васильевича Попова – это дети, внуки и правнуки. Один из его сыновей, Иван Иванович Попов, стал художником и скульптором, создавшим образы первых якутских писателей. Два внука, Иван и Гаврил, составили 3-е поколение художников из плеяды Поповых. Отец рассказывал, что дед никогда не ругал его и не повышал голоса. Рисунки его дед всегда хвалил и учил правильно точить карандаш, ведь от этого зависело качество и точность подачи рисунка.
Его лицо, оно было такое доброе. Он все время улыбался и был улыбчивым человеком. Когда мне было грустно, он скорее помогал советом. Грусть или жалость тебе в жизни не помогут, а нужно делать что-нибудь, самим и добиваться своей цели. Частица души и таланта Ивана Васильевича живет в его детях, внуках и правнуках. А светлая память о нем не угасает. Плеяда художников Поповых продолжает созидать и нести свет добра и бескорыстного служения искусству.